Всем привет! С вами очередной выпуск передачи о кино и для кино «Муви». Поехали! Я уже встречал таких женщин, как вы. Вы вряд ли встречали таких, как я. Всем привет! Это передача «Муви». Мы сегодня награждаем наших победителей прошлой викторины, которая состоялась 18 февраля. Меня зовут Марфа. Мой брат Егор Максимов, который живет в Питере, выиграл у вас в викторине. Мы получили пригласительный билет на фильм «Зверополис», и мы пойдем туда с моим младшим братом. Спасибо. А вот и наш победитель, который выиграл 2 пригласительных билета на премьеру фильма «Боги Египта». Он почти уже опаздывает, потому что фильм практически начался, поэтому мы его очень быстро награждаем. Спасибо. Держите. Спасибо. Вам замечательный плакат и 2 билета. На сайте yasia.ru. Туда захожу, читаю новости. Там я узнал проект. Как вы думаете, как вам викторина? Сложная, легкая? Ну, довольно легкая, я думаю. Довольно легкая. Да, 2 кадров ходило бы, я думаю, чтобы отгадать. Не выиграл ни разу, кстати, да. Это первый, когда я выиграл билеты. Первый раз, когда вы выиграли билет, да? Да. Очень за вас рады. Спасибо. Будете дальше участвовать в наших конкурсах? Ну, конечно. Каждую неделю. Смотрите «Муви», участвуйте в конкурсе, выиграйте билеты. Смотрите качественное кино. Я вас категорически приветствую. В эфире очередной выпуск анонсов ведущих кинопремьер. Если путь тернист, это не всегда значит, что он к звездам. Но с этим выражением готовы поспорить многие киноделы, о которых пойдет речь в сегодняшнем выпуске. 4 миллиона 200 тысяч видеокамер, охрана 24 часа в сутки, а премьер-министра все равно потеряли. О чем речь, спросите вы? Конечно же, о новом фильме «Падение Лондона». А вы что знаете о Лондоне? Где? В Лондоне. В Лондоне? В Лондоне. В Лондоне? Да, в Лондоне. Ну, это там, где рыба, чипсы, чай, дрянная еда, отвратная погода, Мэри, Поппинс. Лондон. Падение Олимпа. Сколько всего намешано в этом названии. Тут тебе и захват Белого дома, и паникующие граждане Штатов, и мужественный Джеральд Батлер с пистолетом наголо, но и режиссер Антуан Фукуа, снимавший в прошлом кино про негров и копов. Скажем так, земля для сиквела была вспахана уже заранее. Но вот тут возник ряд вопросов. Режиссера меняли несколько раз, а он ведь вам не конь, а фильм не переправа, а посаженный в кресло дебютант Бабак Наджафи с понятием голливудского блокбастера знаком в основном понаслышке. В общем, получилось так, что запланированное на 2015-й падение Лондона было перенесено на год нынешний. Завязка у фильма такая. Мировые лидеры собираются на похоронах премьер-министра Великобритании, который возьми да и умри при невыясненных обстоятельствах. Любой уважающий себя террорист воспримет подобное как приглашение к столу. Не заставляя себя долго ждать, супостат являет себя первым лицом во всей красе и с оружием наперевес. Мужественности фильму добавит Джеральд Батлер, который его еще и спродюсировал. Судя по трейлеру, получился лихой боевик про заговоры и террористов. Посмотреть его можно будет с 17 марта. О боже. Хотите что-нибудь декларировать? Да. В Англию ни ногой. 5 лет назад отечественный кинозритель задавался вопросом, есть ли в России качественное анимационное кино. После нескольких провалов, таких, например, как «Кукарача», вся надежда была на студию «Петербург», которые сняли первый анимационный фильм в 3D «Смешарики. Начало». Сейчас же выходит вторая часть этого фильма под названием «Легенда о золотом драконе». Мальчики, наш выход! «Смешарики» начали прокладывать свой путь на телевидении в 2004 году и на протяжении 11 сезонов выпустили 454 эпизода, завоевав сердца зрителей по всему миру. У нас международный конфликт. Сериал переведен на 15 языков и выходит еще в 60 странах. Первый фильм о похождениях кругляшей был посвящен теме супергероев и носил гордое название приквела сериала. Второй, который сейчас выходит на экраны, будет походить на классические приключения Индианы Джонса с древностями, сокровищами и вооруженными аборигенами. «Смешарики. Легенда о золотом драконе» ждет детей и их родителей в кинотеатрах 17 марта. Я как-то не так представлял себе тихий вечер в компании друзей. Смешарики.
Столкновение таких мастодонтов, как Бэтмена и Супермена на большом экране, было вопросом времени. Вообще мы тут задаемся вопросом не кто победит, а что останется от города. Темный рыцарь и Человек из стали первую половину фильма меряются джагонами, вторую немного дерутся, потом приходит Думсдей и происходит классический элемент любой картины Зака Снайдера — эффекты. Вот черт. Вот, собственно, и весь сюжет фильма. И он соберет. И при этом много. Мы просто не знаем, что еще можно добавить, все уже и сказано до нас. Эпохальное столкновение, которое ждали с момента создания обоих персонажей, наконец наступает. DC наконец-то расширяет свою киновселенную. Сейчас готовят плацдарм для бесчисленных продолжений. Заветами Ильича, то есть, простите, Марвела, идут. Хотя вот Зак Снайдер нелестно отзывался о творениях последних, заявив примерно следующее. «Я считаю, что в подобных кинопроектах первенство всегда будет за Бэтменом и Суперменом, потому что они Бэтмен и Супермен. Они не Человек-муравей или кто там еще. Что у них там дальше? Человек-пробел?» Добавим, что в грядущих фильмах по мотивам DC Comics Снайдер будет принимать участие как консультант, дабы заложенные им каноны не нарушались в дальнейшем. А сам фильм выходит 24 марта. Это были все новинки марта на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Смотрите хорошее кино и оставайтесь с нами. Звери тоже люди. Так можно охарактеризовать минувшие затяжные выходные в кинотеатрах. Пока вся страна отдыхала, в кинотеатрах вышел «Зверополис», очередной мультфильм от студии Disney. В республике такие фильмы любят, поэтому не стоит удивляться тому, что сборы за выходные составили 2 миллиона рублей. Следом за ними идут «Боги Египта». Фэнтезийный боевик о противостоянии жителей небесных и земных идет уже вторую неделю и собрал за уикенд 460 тысяч. 3 недели уже прошло с момента выхода детектива «Случай у озера Сайсары». Остросюжетная лента собирает хвалебные отзывы среди зрителей и кассу в 150 тысяч. А вот криминальный боевик «Три девятки», стартовавший с прошлой недели в Якутии, не зашел. Сборы за выходные 100 тысяч рублей. Закрывает этот список российская комедия «8 лучших свиданий». Выходящая с 3 марта картина собрала за минувшие выходные 60 тысяч. Эксцентричная Леди Гага еще раз решила напугать зрителей и порадовать своих фанатов. Американская певица и нынче актриса Леди Гага сыграет в 6-м сезоне хоррор-сериала «Американская история ужасов». Об этом она сообщила в интервью нью-йоркской радиостанции The Stop, при этом не раскрывая никаких подробностей новых эпизодов. 5-й сезон «Американской истории ужасов. Отель» стал экранным дебютом певицы. За роль графини Элизабет Гага удостоилась Золотого глобуса в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ». Ранее создатель сериала Райан Мерфи уже упоминал о ее возвращении в проект. Премьера 6-го сезона шоу запланирована на осень 2016 года. По словам Райана Мерфи, новая история будет менее роскошной, но более дикой и мрачной. Помимо этого, действие новых серий будет развиваться преимущественно в наши дни. А вот в отличие от Леди Гаги, знаменитый актер Джордж Клуни решил распрощаться со своей карьерой в кинематографе. Об этом передает издание BBC. Причина этому вы не поверите. Возраст звезды. Клуни признался, что он не хочет, чтобы его сторонники видели, как он стареет. А мы не староваты? Есть такое. По его словам, ему стало не просто скрывать от кинокамеры свой возраст. Это требует от звезды все больше усилий и все сильнее усложняет выбор подходящих ролей. Узрели бы истину, когда бы имели... Да. Веру. Стоп! Но вовсе отправляться на заслуженный покой Джордж Клуни не намерен. По его словам, он планирует посвятить себя режиссуре и продюсерским проектам. Эта деятельность голливудской звезде действительно по душе. В ближайших планах фильмы о международных вооруженных конфликтах. Стоит отметить, что режиссерские достижения Джорджа Клуни достаточно высоко оценены в Голливуде. В 2006 году он был номинирован на «Оскар» как лучший режиссер за киноленту «Доброй ночи и удачи». Всего же было 6 номинаций. Фильм также получил 5 призов Венецианского кинофестиваля.
А в 2012 году Клуни выступил в качестве продюсера политического триллера «Операция Арго», за что выиграл вторую статуэтку Оскара в номинации «Лучший фильм» совместно с Беном Аффлеком и Грантом Хесловым. К слову, ранее Джордж Клуни уже заявлял, что в режиссерской индустрии отличное место, чтобы стареть. И к еще одной неожиданной новости. 6 марта канал AMC показал новый эпизод популярного сериала «Ходячие мертвецы». Зрителей ждал сюрприз – камео Джонни Деппа. Камео довольно своеобразное, но забавное. Так, кого же сыграл, вы думаете, знаменитый актер? Присмотритесь к данному скриншоту. Да, среди них спрятался Депп, в этом признался один из продюсеров шоу. Мы использовали его голову как основу для скульптуры. Еще одна голова принадлежит Грегу Никотера, автору спецэффектов и грима мертвецов. А вот любимец публики Том Хиддлстон, всеми обожаемый Локи из фильмов студии Marvel, очень хочет сыграть Бонда, Джеймса Бонда, агента 007. Актер признался в этом в интервью The Sunday Times. После просмотра очередного фильма про Джеймса Бонда 007 «Спектр», актер признался, что ему этот фильм безумно понравился, особенно музыка, тропы, циклы и мифология. Если позовут, это будет экстраординарная возможность, заявил актер. А как вы считаете, подходит ли Хиддлстон на роль шпиона-искусителя? И к новостям из мира фантастики. В августе 2017 года выйдет новый фантастический хоррор от обожаемого всеми Ридли Скотта «Чужой завет». События картины происходят после «Прометея», вышедшего в прокат в 2012 году. И хотя «Прометей» слегка разочаровал публику и до философских высот «Чужого» по сценарию не дотянул, но все же был захватывающим и потряс своим масштабом, достойным культовой картины. А Ридли Скотт считает, что он вообще большой молодец. Новый «Чужой» расскажет о событиях, которые произошли еще до самого первого «Чужого». Известно, что главные роли в ленте сыграют Майкл Фассбендер и Кэтрин Уотерстон. А вот Нуми Рапос, чей фееричный эпизод в хирургическом кабинете мы вряд ли когда-нибудь забудем, выпала из проекта без объяснений причин, как чужой из ее тела. Сценаристами картины выступили Джек Паглин и Майкл Грин. Первый автор сценария фильма «Превосходство» с Джонни Деппом в главной роли, а второй, Майкл Грин, выступает сценаристом предстоящих картин как «Росомаха 3», «Флэш» и внезапно «Бегущий по лезвию 2». Да, фанаты фантастики, можете также продолжать свое ликование. Компания Elkan Entertainment объявила дату премьеры сиквела «Бегущего по лезвию». Продолжение культовой научно-фантастической ленты 1982 года попадет в кинотеатры 12 января 2018 года. Синопсиса у картины пока еще нет, но известно, что в ней снимутся Райан Гослинг и Харрисон Форд. Постановкой займется Дэнни Вильнев, и съемочный процесс начнется уже в июле этого года. И это очень круто, ребята, что нам есть за кого болеть и нам есть что смотреть. С вами была передача Муви. Встретимся ровно через неделю. Пока!